Всем привет, дорогие зрители, дорогие друзья канала, всем привет, всем здравствуйте. Ну, очередной день у нас деревенский такой начинается, небольшой такой прохладный ветер. И у нас сегодня опять во дворе заботы, что такое. Слышно на фоне уже там где-то триммер орет, деревенские работают, не до птичек. У меня вот птички здесь поют. Хотел поснимать там звук и птичек, утро сейчас. Но, видите, там триммер орет, и решил отказаться от этого занятия, потому что, невозможно практически снимать что-то. Надо утром рано, чтобы еще спят, когда. Вот тогда действительно тишина такая, птички там начинают щебетать. Вот. А мы сегодня, друзья, займемся колодцем. Не будем ничего делать внутри колодца. Там сверху есть такая, у меня колодец, он из этих бетонных квадратов, и сверху такое вместо люка сделано из дощечек, из досок, вернее, такой щит. Вот этот щит сгнил, и я позвал сегодня Алексея, он сегодня должен прийти, и мы этот щит, я буду там подсказывать, что и как надо, что и как именно мне нужно делать, а он будет делать. Там старый разберем этот щит, весь гнилой, а новый из новых досок сделаем. Вот. Ну и параллельно еще буду снимать, что там, если что-то будет интересного на участке, обязательно это буду снимать. Все. Ждем Алексея, и потом я уже включусь. Вот эту конструкцию, друзья, нам надо разобрать. Сверху вот такой деревянный люк такой. Не из бетона, а сам колодец вот из бетонных колец квадратных. А вот этот люк из досок. Вот этот будем разбирать. Он сгнил уже. Сколько лет-то уже, наверное, больше 15 лет это точно. Наверное. Вот. Это все разберем. А Маша вон там собирает манжетку. Маша, привет! Везде шумно, машины ездят, во дворе ветрено сегодня, я ветровочку одел. Манжетку нужно собрать до цветения, вот эти одуванчики вон вовсю цветут, а манжетка еще не зацвела, там соцветие уже скоро образовывается, надо быстрее это все собрать и потом уже траву скосить. На целый год мы манжетку собираем от желудка, от кишечных там заболеваний и всякого. Ну и Маша говорит, что для девушек тоже это помогает. Вот так. Ну что, а мы приступаем к этому занятию. Наш колодец сегодня волнует. Вот так, самое главное — колодец. Вот этот щит, друзья, надо нам сделать новый. Вот. Леша показывает, ну-ка, гнилую часть показывает, ну-ка. О. Все это сгнило и падает туда в колодец. Это все сейчас уберем. Новую сделаем. Новый щит. Видите, все. Заключительный этап. Люк готовый. Алексей докрашивает, и все будет
Очень красивенько. Внутри уже там покрасили, это снаружи. Мужики телегу тащат. Я хотел прицепиться, но не хотят, чтобы я прицепился. Два Алексея! Este, Mirsa, este. Бурынтный. Во, а теперь задний ход. Давай чуть-чуть. Давай. Еще. Поворот немножко. И все. Во, все, во. Вот тати бур. Вот он и бур. Все. Спасибо, Алексей Иванович. Ты Иванович или Ябу? Иванович. Очередное занятие с колодцем закончили. И очередное занятие, вот этот старый, уже сгнивший такой сарай, небольшой дровяник для бани. Отдельно там мелкие дрова. И для летней там печки, вот, для уличной. Дровяник был, он сгнил, надо его убрать, просто он уже вообще некрасиво смотрится и скоро вот-вот развалится. Это все берем тоже. Вот, тоже Алексей работает там. Что можно спилим на тоже на дрова, так, а что не подойдет уже для распылки, совсем гнилые, будем там выбрасывать или сжигать там в мусорной бочке. Вот так. Вот такой сарайчик. Подлежит ликвидации по результатам осмотра своего участка после весны. Вот так.
Дровяник, старый сарай этот распилили. Алексей распилил. Вот сейчас добавим бензину, бензопилу и заправим, так сказать, и будем пилить вот эти стойки, довольно такие крепкие еще на чурки, на дрова. Есть вот концы, там, конечно, гнилые, вон, смотрите. Ну, все равно на уличную печку это сойдет, а вот середина уже, вот смотрите, какая там. Там довольно-таки калорийные дрова получаются еще. И это все вот, что там стоит, это все будет распиливать Алексей и сложит. Вот. Ну и в принципе вот эту часть работы тоже он сделал. И все нормально. Погода тоже вот вроде бы нормальная была, а потом вот портится и тучами затягивает все. Складываем мы эти дрова обратно же сюда отдельно, потому что это надо будет сразу, чтобы растапливать вот в эту печку, уличную печку, и в баню. На на зиму дрова вон в сарае было видно. Это не будем. Вот, в принципе, вот осталось от этого старого сарайчика, от старого дровяника только место. Вот. Большую работу проделал Алексей. Большое ему спасибо за это. Вот так. Все. Растопили печку, друзья. Печка топится, дым идет не через трубу, а через предпечье. Наверное, все там засорилось уже. Тепло на улицах. То холодно, то тепло, то туча, то дождик. Вот такая погода сегодня. Немножко покажу, что у нас тут. У нас тут вот здесь капуста. И Маша посадила, по-моему, Раиса Ивановна тоже. Дальше помидоры в этом году чисто у нас грунтовые. Вот. Маша вот на эту грядку вынесла эту рассаду. Дальше, ну это уже чеснок. Чеснок вот растет. Вот. А там клубника. Клубника в этом году уменьшили грядку. Ну, там потому что надо было так. Землю надо было провести, и грядка мешалась. Уменьшил, но ничего. А дальше потом картошка, там ростки появляются. Правда, их еще не видно, этих росточков. Но они чуть-чуть уже есть, маленько так. Вот. Где-то там рябина цвела у нас. Вся белая. Вот. Рябинушка цветет. Прошлый год тоже цвела, но ягод как таковых не было. А в этом году тоже очень много цветет. Не знаю, образуется или нет плоды. Ну, ягод, вернее. Ну вот и, как говорится, показал очередные деревенские заметки вам, друзья. Полетали, поснимали, ну, показали, что и как там. Это обычные буднические дела. Это каждый вот в конце мая, каждый июнь я как могу потом весной выезжаю, посматриваю там, что надо подшаманить. Все это мысленно в планы составляю, и это все за лето буду потихоньку делать. Потому что, ну, сами понимаете, сам не могу, и, естественно, надо звать помощника. И это все происходит постепенно. Комары
Сел под куст, под черемуху, а уже цветет у нас рябина, черемуха уже отцвела. И сейчас очень так красиво цветет рябина, рябинушка. Эх, рябинушка, эх, рябина, рябинушка, белые цветы. Вот так, очень красиво цветет. Птицы поют, шебечут. Погода то облачная, то дождик пойдет, то такой. Впереди вот обещают, говорят, это самое, ну, холодную погоду, не знаю там, как там дальше что будет. Но не могу еще показать картошку. Если увижу, конечно, в самом конце уже засниму картошечку. Но она такая мелкая, что ее почти еще не заметно. Наверное, и не буду показывать. Но она выклюнулась, так сказать. Вот, но окучивать еще, до окучивания еще рано. Вот. Ну и что, в самом конце фильма, этого ролика, так сказать, это не фильм, это ролик такой маленький у нас получился. Я хочу, этот ролик выйдет, естественно, я по традиции уже я выставляю в среду и воскресенье, этот ролик выйдет в воскресенье. То есть День Троицы, День Святой Троицы. И хочу, друзья, всех православных поздравить с этим святым праздником, с праздником Святой Троицы. Всем мира, добра, удачи, счастья, здоровья крепкого. Троица – это праздник жизни. Меня мама всегда этим вот свежим, березовыми такими веточками всегда похлопывала в этот день, чтобы было здоровье. Вот. И вам тоже желаю счастливой жизни и крепкого здоровья. И обязательно добрых рассветов. Вот. Вот так. С праздником еще раз. И Божьего вам благословения всем. Так. Ну, а я потом буду уже заканчивать этот ролик. Ну и по традиции скажу вам до новых встреч, до новых рассветов. Всем добра и мира. Всем пока.